В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. 20 января – День автономной республики Крым. Именно в этот день, в 1991 году, жители полуострова заявили о желании возобновить автономию Крыма. И, как результат, новая административная единица вошла в состав Украины. Чем знаменателен день 20 января? Какая автономия нужна была Крыму 28 лет назад? И почему День автономной республики Крым отмечают и российские власти полуострова? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Елена Римовская. Доброе утро. Прямой эфир. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8:35 и в 13:10 по крымскому времени, или же в 7:35 и в 12:10 по Киеву, а также на 105,9 FM круглосуточно. 8 810 06 926 бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Тема дня. В это воскресенье, 20 января, 28 лет со дня проведения в Крыму референдума по вопросу воссоздания Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Тогда на всеобщее голосование был вынесен вопрос: вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза СССР и участника союзного договора? 93% пришедших на участки тогда проголосовали за преобразование Крымской области в автономную республику. Было ли это голосование за автономию в составе Украины, которая возникнет как независимое государство спустя полгода? Нет. Некоторые крымские политики и вовсе заявляют теперь, что организаторы референдума 1991 года якобы намеренно скрыли от крымчан то, что полуостров как автономная республика останется в составе Украины. Закон о восстановлении Крымской АССР именно в составе Украины был принят спустя почти месяц после референдума, 12 февраля. По словам Леонида Грача, который в 1991 году был вторым секретарем Крымского обкома по Компартии Украины, ситуация обстояла следующим образом. Советский Союз рушился, и статус Крыма на тот момент, по его словам, Москву мало интересовал. Киев же, как утверждает Грач, был очень осторожен в вопросе будущего полуострова. Поэтому крымские коммунисты взяли инициативу на себя и предложили крымчанам поддержать идею воссоздания Крымской АССР. Бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач о том, почему в Крыму провели референдум, в интервью НТВ. Предлагаю послушать. Мнение. Когда вот этот парад суверенитета пошел по всему Советскому Союзу, Крым встал перед вопросом, что делать. На самом деле вопрос был один. Как спасти самих себя, крымчане прежде всего, целостность Крыма, не дать разрушить вообще все то, что связано с геополитикой вокруг него и так далее. И мы пошли на такую очень сложную дискуссию. Дискуссия, которая захватила весь Крым. Дискутировали на тему национальная республика, в данном случае крымские татары, украинские националисты, которые тоже себя уже проявляли в этот момент, просто область в составе УССР. Другие давай сразу союзную республику и не меньше. Ну и третье, восстановление статуса автономной Советской Социалистической Республики. И когда в результате этого всего мы пришли к финишу по принятию решения проведения референдума, в данном случае, когда встал вопрос о том, что 12 ноября провести сессию и назначить на 20 января 1991 года, вот тогда мы, собственно, очутились перед тем, что мы видим, Киеву крымская проблема не нужна, они не хотели ни слышать, ни видеть и не понимали даже этого. Москва абстрагировала, вот это нас все побудило к тому, что давай, ребята, подеремся. Подеремся за то, что было. Были созданы пропагандистские группы, все городские, районные, партийные штабы были на этом все нацелены. Дискуссия шла, ошаленная, я бы так сказал. Никто не знал вообще, мы, когда начинали это великое дело, не знали вообще сути, что такое референдум, потому что никогда ни в русской истории, я имею в виду царской России, ни в советской истории никогда этого не было. Мнение.
По словам Леонида Грача, на референдуме в 1991 году вопрос о территориальной принадлежности Крыма не стоял. О составе, где быть в тот момент, где я имею в виду референдум 91 года, никто не обсуждал, потому что это был еще Советский Союз. Мы не ставили в 91 году, надо быть объективным, мы обсуждали это в своих кулуарных, так сказать, беседах, но не ставили этот вопрос, потому что было бесполезно. Тогда бы не состоялся бы результат этого референдума, не был бы принят. А ведь после референдума, который состоялся 20 января 91 года, буквально через месяц Верховная Рада Украины утвердила результаты референдума, и они там утверждены ими же, и как и по результатам референдума, как воссозданная автономная Советская Социалистическая Республика, как участница союзного договора. Будущий первый президент Украины Леонид Кравчук в январе 1991 года был членом Политбюро ЦК Компартии Украины. Как рассказал Кравчук Крым-Реалии, официальный Киев не выступал против референдума из уважения к крымчанам. Крым в центре внимания. Це була область. Вони вирішили, керуючись ще на підставі, здається, 1920 чи 19 року, тоді ще Ульянов Ленін, була створена Кримська автономія. Вони вирішили, виходячи з цього, спираючись на історію, на те, відновити, або поновити, або створити, я навіть не знаю, як вони говорили тоді, автономну республіку. І проголосували за це. Ми розуміли, що це не є легітимно, але виходячи з ситуації, яка складалася, щоб не було загострення і щоб не було конфлікту, ми вирішили діяти толерантно, ставлячись з повагою до кримського народу, як так можна було тоді сказати, до кримчан, краще сказати. І ми не хотіли робити кроки, які могли б розвинути сепаратистський настрій. Крым в центре внимания. В том же интервью «Крым-Реалии» в 2016 году Леонид Кравчук обратил внимание на то, что референдум 1991 года был народным волеизъявлением и имел под собой правовую базу, в отличие от так называемого референдума 2014 года. Крым в центре внимания. Що торкається голосування за автономну республіку Крим, то це не було законно. Такого закону про голосування кримчан за автономну республіку, як і нема закону, і не було його про голосування зараз за створення кримської якоїсь держави, на основі чого Путін прийняв відповідне рішення. Тобто, я переконаний, спираючись строго на закони, на міжнародне право, що референдум 1991 року – це найвищий рівень легітимності, найвищий рівень дотримання законів, які існували тоді, ще це були радянські закони, і про референдум в тому числі. Тому немає в мене жодних сумнівів, що Крим, в відповідності до референдуму 91 року, залишається складовою і невід'ємною частиною України. До речі, прийнята після цього Конституція Криму зафіксувала, що Конституція Криму є складовою частиною Конституції України. Тобто вони діяли у відповідності до референдуму і закону. А те, що вони діють зараз у відповідності до власного бажання, і чи це є бажання всього кримського народу, ніхто цього не знає, і такого порядку не існує. Крым в центре внимания. Референдум 20 января 1991 года не поддержали крымские татары и украинские демократические политические движения, в том числе РУХ. В Украине 20 января отмечается как День автономной республики Крым. После аннексии полуострова России от празднования даты не отказались. Теперь в этот день отмечают так называемый День Республики Крым, а российское руководство Крыма заявляет, что тогдашний референдум был первым на пути к, это цитата, воссоединению Крыма с Россией. С нами на прямой телефонной связи крымский историк Александр Севастьянов. Мы с ним обо всем поговорим подробнее. Александр, доброе утро. Доброе утро. Ваша оценка как с точки зрения историка, чем был референдум 1991 года в Крыму и действительно ли стало неожиданностью для крымчан, которые приняли участие в этом референдуме, то, что Крым в результате стал частью Украины? Ну, во-первых, он и был частью Украины, точнее, Украинской ССР, да,
до этого. То есть он был частью Советской Республики, которая была в составе Советского Союза. И это была именно Украинская Советская Социалистическая Республика. А чем же был референдум? Референдум был именно тем компромиссом партийной элиты и абсолютного большинства населения относительно будущего Крыма в условиях развала Союза. То есть вот встал вопрос, стало очевидно, что Союз становится такой неустойчивой и, скорее всего, нежизнеспособной формой дальнейшего существования разных республик. И политическая реальность заставляла искать выход. Кстати говоря, одним из главных факторов по поиску этого выхода было возвращение крымских татар из депортации на территорию Крыма. И вот надо было найти какую-то компромиссную для всех форму, а самое главное, такую форму, которая бы позволила сохраниться вот этой компартийной номенклатуре у власти. И, в принципе, в коридорах Крымского обкома КПУ и родилась идея этого референдума о восстановлении автономного статуса, то есть возвращении ситуации до 1945 года, когда Крым уже был автономией, да? И эта идея, она была новая, она была, в общем-то, действительно такая, знаете, это была обкатка технологии референдума в условиях Советского Союза, и она была принята, а население, которое уже полностью было вовлечено во все ветры перестройки, с энтузиазмом эту идею подхватило. То есть искренность, действительно это народовластие, проявление народовластия и демократии, такой прямой демократии, здесь были не фальшивыми и не какими-то искусственными. И, собственно говоря, дальше все пошло по достаточно нормальной схеме, да, когда были сформированы определенные необходимые для этого инстанции и проведено голосование, да. И самое главное, самое ключевое, что Украинская ССР, а это еще Украинская ССР, признала эти результаты голосования и 12 февраля 1991 года внесла в Конституцию УССР, я опять-таки подчеркну, что это еще Советский Союз, да, внесла соответствующие изменения, где появилась вместо Крымской области, появилась Крымская ССР. То есть, в общем-то, это абсолютно с точки зрения закона, духа, буквы и реалий политических абсолютно демократическое и, я бы сказал, такое, знаете, для Крыма знаковое поворотное событие. Поэтому все естественно и все понятно. Как тогда оценивать заявления некоторых крымских деятелей, особенно уже после аннексии, что якобы крымчане не знали, что они станут автономной республикой в составе Украины, и, в принципе, на референдуме якобы они голосовали за то, чтобы быть участниками союзного договора, да, то есть они рассчитывали на то, что они, я так понимаю, будут автономной республикой или какой-то республикой в составе России, что ли. Как это понимать, откуда берутся эти разговоры, особенно в контексте, что это был первый шаг уже, как говорится, к воссоединению с Россией? Насчет первого шага это говорится специально, чтобы оправдать 2014 год. То есть это понятно. Это для того, чтобы оправдать свои действия, потому что некоторые из тех, кто сейчас такое говорит, они в 91 году уже были активными политическими игроками, например, Сергей Цеков. Да? И они для того, чтобы показать, что мы еще тогда, они сейчас это говорят. Да? Там проблема в формулировке, которая была напечатана в бюллетене. Формулировка действительно очень такая расплывчатая, но если мы на нее посмотрим, там не сказано ни слова ни про УССР, ни про Украину, ни про РСФСР, ни про Россию. Там нет об этом ни слова раз. Второе, да, действительно, там содержится формулировка участника нового союзного договора. Тут вопрос в чем? В том, что последовательность действий в обычной логике, в банальной логике, она предполагает то, что действие должно быть совершено. Да? Все-таки должно наступить что-то. Да, был проект того, что будет вырабатываться новый союзный договор, чтобы продлить существование СССР хоть в каком-нибудь виде. Да? И для этого автономные республики и должны были стать участниками этого договора и подписать его как субъекты нового этого образования. Однако для того, чтобы
Ну вот это все случилось, нужно было подписать новый союзный договор. Однако этого не случилось по той простой причине, что в августе 1991 года произошла ГКЧП, попытка государственного переворота в Москве, и была сорвана сама процедура подписания нового союзного договора. Поэтому то, чего не произошло, и этого не произошло, а все конституционные, правовые и прочие моменты относительно принадлежности Крымской области, а теперь Крымской АССР Украине были соблюдены. То есть, даже подписание нового союзного договора не говорило о том, что Крым должен изменить свой статус территориальный или принадлежности республикам. Да? Более того, 17 марта 1991 года проходит всесоюзный референдум о сохранении СССР, и действительно граждане СССР проголосовали за сохранение Союза Советской Социалистической Республики. Однако в каком виде это было предметом нового договора, который не был подписан. Поэтому тут нету факта, от чего отталкиваться, да, нету факта, о чем говорить, да. А все процедуры еще относительно между УССР и Крымской ССР были соблюдены абсолютно точно. Теперь относительно того, зачем это все поднимается и говорится, вспоминается, и тем более про путь в Россию. Ну да, действительно, это, скажем так, в условиях развала Союза игра на низкой политической культуре населения того времени, потому что фактически не существовало. Люди не знали, что такое выбирать, что такое демократия, что такое реально демократические процедуры. И поэтому, конечно, учитывая то, что в Крыму практически отсутствовал украинский язык, отсутствовало влияние, скажем так, общеукраинских традиций политических, которые сложились в советское время, да, конечно, люди не воспринимали то, что Украина может стать независимым государством. Люди не видели этой перспективы, тем более, что, в общем-то, и большинство граждан Украины в марте 1991 года проголосовали за сохранение Советского Союза. Да? То есть никто вообще не рассматривал перспективы того, что СССР может распасться вот так быстро, уже в августе-сентябре 1991 года. Спасибо вам огромное, Александр, за ваш комментарий. Вынуждена вас перебить, чтобы мы могли двигаться дальше. Очень интересные объяснения нам представил Александр Севастьянов, крымский историк, на события 20 января 1991 года и то, во что они вылились. То есть, по его словам, это все произошедшее достаточно логично, но у нас сейчас есть возможность узнать, почему же крымские татары были против референдума 1991 года. С нами на прямой телефонной связи Абменджит Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Абменджит ага, доброе утро. Доброе утро. Как же так получилось, почему крымские татары были против и какая автономия нужна была Крыму на самом деле? Однозначно крымские татары были против того референдума, который происходил в Крыму. Во-первых, это говорило о том, что если Россия аннексировала Крым, нарушив все международные договора между Украиной и Россией, и вероломно в 21 веке совершила оккупацию территории другого государства. И крымские татары, естественно, никак не могли быть за нарушение всех норм международного и внутреннего права. Крымские татары прекрасно понимали, что те подписи, которые стоят под бумагами Российской Федерации, ранее это Российская империя, в последующем Советский Союз, и последняя это Российская Федерация, это бумага, на которой они ставят подпись, дороже той подписи, потому что Россия никогда практически не соблюдала те международные договора, которые сама же подписывала. И оккупация Крыма 2014 года это еще раз подтвердила. Пройдя долгий путь геноцида Российской империи, Советским Союзом и последующим Российской Федерации, крымские татары понимали, что с этим государством никогда ничего общего не должно быть. И в 1991 году, когда Украина получила независимость, практически на следующий день Меджлис крымско-татарского народа признал независимость государства Украина и поддержал ее путь к демократическому развитию, чтобы уровень жизни людей, проживающих в независимом государстве Украина, был равен уровню людей, проживающих в Европе, в демократических государствах.
Референдум же 2014 года мы прекрасно понимали, что это блеф. Во-первых, никогда не может проходить. Я прошу прощения, насчет 14-го тут мы еще очень хорошо помним позицию крымских татар, но вот почему были против в 91-м? В 91-м мы были против, потому что та автономия, которую провозглашали в 91-м, за которую радовал Грач и другие депутаты Верховной Рады Украины от Крыма, это практически давало территориальную автономию, то есть автономию русскоязычного населения. Потому что мы прекрасно понимали, что в Крыму к тому времени это люди, которые проживали присланные в Крым, переведенные в Крым после депортации, а это граждане бывшего Советского Союза. Это в основном люди с Рязанской, Курской и других областей России. Второе, это люди, которые ушли в отставку с различных органов внутренних дел МВД, КГБ и военные. То есть это прокоммунистическое прошлое Советского Союза. И практически Крым всегда был клондайком пророссийских взглядов. То есть получается, что результаты референдума 91 года, они не совсем были в пользу автономии в ее оригинальном толковании как национального образования, и это напрямую касалось крымских татар. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Абминджит Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа, на связи с радио Крым Реалии. Мы обсуждаем сегодня, какое значение было у референдума 20 января 91 года. И с нами на прямой телефонной связи Петр Вольва, член Президиума общества «Просвита» и член редколлегии газета «Крымская Светлица». Петр Васильевич, доброе утро. Сразу к вам такой вопрос. Почему так получилось, что в 91 году демократическая украинская общественность в Крыму была против референдума? Ну, по-перше, користуючись нагодою, я хотів би привітати всіх кримчан та взагалі громадян України із важливою датою, яка наближається, і, мабуть, ми сьогодні повинні обговорити були 65-ту річницю входження в Крим в Україну, бо це дата важлива для України, і про неї не треба замовчувати через те, що буквально це починаючи з лютого місяця до кінця квітня місяця, це був період, коли Крим передавали, занедбаний Росією Крим передавали Україні, яка його відновлювала. Тому, мабуть, на це теж треба звернути увагу. А відносно референдуму 20 січня 91-го року, то він за своєю юридичною суттю нікчемний, антизаконний, через те, що не було тоді ще закону про референдум. Далі Верховна Рада Криму, обласна рада Криму не мала повноважень для проведення референдуму, адже вона обиралася як обласна рада, тому все це було незаконно і цілком закономірно, що референдум 1 грудня 91-го року, який вже проводила незалежна Україна, він практично спростував ці всі, відмінив усі ці результати, адже виходило так, що у багатьох сільських районах навіть більше 90% населення проголосувало за незалежність України, а в цілому по Криму десь 53%, навіть Севастополь дав такий показник, як 57%. До речі, треба зауважити, що референдум 91-го року проводився, уже існував союзний закон про референдум. І тоді, коли була подолана монополізм
коммунистичной партии. Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Мы вынуждены заканчивать эфир. Очень интересно. Обсуждали сегодня в эфире радио Крым Реалии результаты референдума 20 января 1991 года. В это воскресенье будет уже 28 лет спустя после этого референдума. Разные взгляды на это историческое событие. Ищите полностью запись эфира на сайте Крым Реалии.